В отличие от них, страдают еще и почки. Цель – достигнуть успеха в профессии. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Монахов Константин Михайлович, я ученый. Я обратился к заведующему кафедры поликлинической терапии. Рассказал ему то, что работаю терапевтом, хочу заниматься наукой. Он предложил мне варианты поступить в ординатуру и начать заниматься вопросами природно-очаговой патологии. И со времен ординатуры так и начал заниматься этим вопросом. Исследовательская работа связана с геморрагической лихорадкой, с почечным синдромом. Непосредственно мы изучали вопрос дифференциальной диагностики заболевания с использованием методом ультразвуковых методик. Мы изучали кровоснабжение почек и установили, что в ранние периоды заболевания кровоснабжение почек снижается. Это лихорадочный период геморрагической лихорадки, он такой достаточно неспецифичный. Больше он похож даже на острый респираторный вирусные заболевания. Страдают еще и почки. И при помощи ультразвуковых методик как раз можно установить нарушение кровоснабжения в почках, что будет отличать от ОРВИ и, соответственно, своевременно заподозрить заболевание и дальнейшие действия проводить в плане обследования и лечения. Сам я занимаюсь клинической медициной. Моими задачами являются это организация исследований, формулировка целей и задач, фактически сбор материала, отбор пациентов, но всю техническую работу по выполнению исследований, анализов передается в лабораторию для врачей. Поскольку тема Константина связана с геморрагической лихорадкой, на этом анализаторе можно выполнить исследования, направленные на изучение функции почек. Это креатинин, мочевина. Помимо этого, на других типах анализаторов можно дополнительно выявить наличие антител к вирусу, вызываемому геморрагической лихорадкой. Принцип действия заключается в том, что вносятся реактивы на борт анализатора, вносятся пробы, которые необходимо исследовать, и программируется порядок выполнения исследований в виде этой программы. Цель – достигнуть успеха в профессии.